Сферы услуг и общественного питания, пошив одежды и производство обуви, деревообработка и изготовление сувениров. О предприятиях и предпринимателях Алданского района Ольга Корнева знает все. Последние 10 лет она являлась директором бизнес-инкубатора, а ранее она руководила муниципальным центром поддержки предпринимательства. Недавно Ольга Яковлевна вышла на заслуженный отдых и с удовольствием погрузилась в приятные заботы и хлопоты. Ведь теперь времени хватает на все. Сейчас я наконец-то посвящаю себя семье, детям. Внуки уже выросли. В основном семье. Кто к сыну, кто к дочери. На досуге тут съездила в город Якутск на курсы барельефа. Что-то у меня в голове мысли крутятся заняться каким-нибудь сувенирной продукцией. Свободное время Ольга Яковлевна никогда не проводила в праздном безделье. Не умеет она этого делать и сейчас. И, выйдя на отдых, наша героиня приступила к воплощению в жизнь давно вынашиваемых идей. Одна из задумок и состояла в освоении искусства барельефа. Как я попала на барельеф. Там и скульптура, там и живопись, там и краски, масло, и акварель они будут сейчас, я так поняла, проводить эти курсы в дальнейшем. Я попала на барельеф. Думаю, поеду, так как это училище Петра Петровича Романова, в нем учился мой отец. Это был первый набор послевоенный, 1945 года. Курсы мне очень понравились. Коллектив подобрался, нас было, по-моему, 6 участников, 2 педагога, очень хорошие преподаватели, которые нам показали азы, как это делается, с чего это делается. Навык какой-то приобрела барельефа. Он только, я так понимаю, что он только начинает набирать обороты. Я так думаю, он будет пользоваться спросом. И я уже приготовила материал, выписала инструменты мастихины. Сейчас жду, как поступит. Съезжу с дочерью по делам и начну опять что-нибудь делать. Ольга родилась и выросла в Алдане. Тонко чувствовать и понимать прекрасное она умела с детства. Родители были очень творческими людьми, погруженными в стихию созидания. Маму друзья семьи ласково называли модисткой. Она была первоклассной швеей. Свое мастерство передавала детям. Много лет работала в детском доме учителем по домоводству. Папа нашей героини трудился художником-оформителем и руководил городской художественной мастерской, а в свободное время создавал картины для души. Полотна Якова Скрябина хранятся в Якутском государственном музее имени Ярославского и в Национальном художественном музее республики, а также в частных коллекциях. У него было призвание и разрешение, прям справка специальная выдавалась на написание портретов. Он был как бы портретистом. А вообще он писал и природу, и стойбище оленеводов. Задумка у него была большая. Он мечтал, но так и не осуществил свою мечту написать портрет нашего великого Жукова, маршала. Так как он сам был ветеран войны, прошел фронт. Это в 1945-м он поступил уже в училище, а он ушел в армию молодым еще человеком. Яков Скрябин написал более 600 произведений. Будучи взрослой, дочь издала книгу «Он землю воспевал родную, рисуя кистью на холсте», посвященную творчеству папы. В издание, которое знакомит читателей с удивительной судьбой живописца, вошли репродукции его картин, а также воспоминания людей, близко знавших Якова Дмитриевича. Мы готовили выставку отца. Здесь есть фотографии выставки, где подборку. То есть нашли остатки зарисовок, картины, остатки, которые остались. Мы нашли их, привели в порядок. И я почему-то решила, что надо все это дело собрать в одну книгу, потому что я так думаю, что их не так много было, таких людей, художников, допустим. И я ее специально сделала в таком формате, чтобы, может быть, кто-то из родственников других художников или других педагогов, там у нас же очень много было педагогов хороших, чтобы они как бы серию книг подготовили. То есть
люди Алдана, можно было бы, и чтобы они все были в едином как бы стиле выполнены. И я начала обзванивать музеи. И мне один музей, Якутский национальный музей, они прислали мне фотографии этих зарисовок, картин. И вот музей Ярославского. Они сразу предоставили мне картины. И не сами картины, а то есть фотографии. Вот. И я их включила в эту же книгу. Там вот в музее Ярославского хранятся картины наших первооткрывателей. Он писал Тарабукина, он писал Захарова, который Слюду открыл в Тамоте, передовиков социалистического труда тогда. Такое было движение, передовики социалистического труда. Нашла староалданцев наших, которые еще его помнят, которые написали отзывы небольшие, написали о нем воспоминания какие-то. Очень много картин у отца сгорело, очень таких шедевральных, где вот женщины с ягодой брусники, большое полотно. В книге на фоне его фотографий есть эта картина. Вот. А так вот у него было более 600 работ. Ну, много чего не сохранилось. В музее Алданском сгорело много картин. Вот. Я как сейчас помню, как отец на саночке, машин тогда не было, у него не было машин. Он на саночках свои работы возил по школам, выступал перед ребятишками, так как он и ветеран еще был, и рассказывал о своих боевых заслугах. У него награды есть военные, орден Красного Звезды, орден Отечественной войны. То есть, тут в книге все это я отразила его. В детстве маленькая Оля пробовала силы в разных направлениях. В кружках при Доме пионеров она училась шить и вязать, осваивала искусство макраме и даже изготавливала куклы. Главным же увлечением девочки стал спорт. Нам сам Бог велел в Алдане заниматься зимними видами спорта. Тогда очень был развит у нас беговые лыжи. И мы вот занимались все беговыми лыжами зимой. А летом легкая атлетика, бегали на средние дистанции. Я вот средние дистанции, 400-800 я бегала. У нас была своя сборная Алдана. Мы на республику ездили на соревнования. Очень было интересно. Вот и сейчас я считаю, что вот это все занятие с малолетства, спортом, я считаю, что это сказывается на здоровье человека в его преклонном возрасте. Я сейчас вот вышла на пенсию, времени свободного много, я и хожу на лыжи, на горные катаюсь, и плаваю, и хожу, по лыжне хожу, да, свежий воздух, это здорово. Какую профессию получать и где потом работать? В старших классах перед нашей собеседницей эти вопросы не стояли, поскольку ответ на них был очевиден. Конечно же, будущее она свяжет только со спортом. Окончив 9 класс, Ольга поступила в педагогическое училище города Благовещенска на специальность учитель физкультуры. Студенческие и школьные годы это у нас были. Пусть жили не в таком достатке, как сейчас это у детей. Мы жили не так скромно, но жили здорово, весело, дружно, в гости ходили. Вот у меня до сих пор все мои однокурсники, что с училища, что с института, все уже столько времени прошло, а общаемся, созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками. Некоторые ребята даже через какое-то время, уже прошло лет 40, они только разыскали, и сейчас вот общаемся. Очень интересно. Вообще здорово. Наше время было золотое. 3 года мы учились, потом я родила сына и поступила заочно в Благовещенский пединститут. Я закончила еще педагогический институт в Благовещенске, там же имени Калинина. Студенческие годы промчались быстро, и пришло время делать первые шаги в профессию. По направлению молодой педагог должна была поехать в город Сковородино. Однако на тот момент у нашей героини уже была семья, и супруги с сынишкой вернулись в родной уголок. Я пришла в наш отдел образования района, и мне дали направление, предложили или Верхний Куранах,
школа 8-летняя, или Лебединый 10-летка. Разумеется, я пошла в школу, где 10-летнее образование. С детьми Ольга Яковлевна поладила сразу. Уроки физкультуры, на которых можно бегать, прыгать и шуметь, полюбили и мальчишки, и девчонки. Классы были большие, школа была старенькая, деревянная, двухэтажная, ее уже сейчас нет. Через дорогу стоял клуб, где был большой спортзал. Вот там я проводила уроки в спортзале. Ребятня были, конечно, не приучены к физкультуре. Девочки приходили, на лавочках присаживались. Но потом уже все втянулись, уже и форма была у нас, и уже все. Ну, то есть тоже есть все, что вспомнить. Уроки заканчиваем, уже тут же стоит молодежь Рудника Лебединой, которые готовы поиграть, погонять мяч в этом спортзале, футбол, баскетбол. То есть с утра до вечера бегали. Спустя несколько лет Ольга Яковлевна ушла на рудник Лебединый комбината «Алдан-Золото». В те годы в Лебедином действовала золотоизвлекательная фабрика, образующая жизнь всего поселка. Однако через год педагог вернулась в школу. Но я год поработала и не могу, вот сердце щемит, хочу к детям, хочу к детям. Ну вот затягивает школа, конечно, детей. Дети это, они до сих пор пишут, у меня до сих пор вот парнишка, который вот, со школы, он до сих пор меня поздравляет, до сих пор пишет со всеми праздниками, со всеми, прям приятно. Через некоторое время Ольга Яковлевна все же оставила педагогику. Она перешла в комсомол комбината. Круговорот дел и задач, кои предстояло выполнять новому секретарю, оказался бесконечным и не менее захватывающим, нежели школьная кутерьма. Агитбригадами мы ездили по району. Вот мы ездили, я помню, в комбинат Алдан-Слюда выступали, готовились очень долго, выступали у себя на Лебедином. Вот это мы, комсомольская агитбригада была. У меня костяк был комсомольцев, которыми мы садились, писали сценарии, писали, о чем мы будем рассказывать в этом сценарии. По линии комсомола Ольга Яковлевна инициировала масштабные дела и начинания, а идеи укрепления здоровья культивировала не только в рядах сотрудников комбината. Ряды приверженцев активного образа жизни в Лебедином ширились. Многие жители занимались спортом серьезно. Очень была развита игра «Золотая шайба». То есть по всей стране поднимались ребятня, вставали на коньки, чем угодно они эту шайбу гоняли. Во всех дворах в Алдане были залиты лужи, где ребятишки катались на этих коньках. Ну, а мы на Лебедином, вот в связи с тем, что мы по линии комсомола начали проводить вот эту игру «Золотая шайба», нам посодействовал наш начальник, тогда был начальником рудника Лебединый, Апанасенко Николай Макарович. Вот он помог нам материалами, рабочими, и мы построили на Лебедином в районе улицы Гагарина, там между домами построили стандартный хоккейный корт. Правда, не крытый, открытого типа. Ребятня сами заливали с родителями лед, все сами делали. Воду нам разрешали брать с системы, где можно заливать. Вот тогда у нас появился на Лебедином отличнейший хоккейный корт, на котором мы проводили вот эту соревнования по золотой шайбе. Тренировались ребятишки. Девочки вставали на фигурные коньки. С формой было очень сложно. Тогда же все было дефицит. И наконец-то мы добились, что нам выделили форму. Как сейчас помню, черного цвета одна форма была, и одна желтого цвета была форма. Хоккейный корт был, как сказать, притяжением всех жителей. Когда соревнования, весь Рудник, все жители сходились на этот каток, болельщиков было много. Вот эти все дома, которые напротив хоккейного корта, все бабушки занимали окна, возле окон и смотрели эти хоккейные баталии. Сегодня наша собеседница с благодарностью вспоминает о своих сподвижниках и единомышленниках, на которых, по ее словам, ей всегда везло. Находясь в должности секретаря комсомола, она тесно взаимодействовала с туристическим бюро, открывшимся в Алдане в 80-х годах.
Все организационные моменты по выезду групп на отдых Ольга Яковлевна решала четко и эффективно. Я возила наших лебединцев, маршруты выходного дня так назывались. Мы заказывали автобусы и возили работников рудника «Лебединый». Тогда фабрика была, шахты еще работали. Вот. И мы возили людей на, вот где раньше, вот сейчас берег Дружбы называется, лагерь пионерский, а в то время назывался пионерский лагерь «Металлург». Мы туда возили на маршрут выходного дня работников. И я тогда познакомилась с директором нашего Алданского бюро путешествий и экскурсий, Бутенко Любовь Сергеевна тогда была. А бюро путешествий вообще открыли в 1984 году. И вот она меня где-то, в это время же мы где-то с ней пересеклись, и она мне и говорит: мне надо уезжать из Алдана, а найти на свою должность я никого не могу. Ты давай попробуй на моем месте директором бюро путешествий. Так Ольга Яковлевна заступила в должность директора туристического бюро. Вскоре у супругов Корневых родилась младшая дочь. Семья переехала в Алдан. Воспитание двоих детей наша героиня успешно совмещала с профессиональным развитием. Организуя групповые и индивидуальные выезды, руководитель тесно контактировала с профсоюзами всех предприятий. А география путешествий была чрезвычайно обширной. Тогда туризм был под профсоюзами. Всесоюзный центр ВЦСПС назывался. Потому что путевки датировались, питание, проживание датировалось людям. Потому что, вот. В то время у нас еще свой был авиаотряд, Алданский авиаотряд. И мы на рейсах наших Як-40 мы летали по всему Дальнему Востоку. Благовещенск, Охотск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский. Маршруты были у нас, в понедельник улетали, в пятницу возвращались, и люди в понедельник уходили на работу. А так мы каждый год, я как директор бюро путешествий должна была ездить на ярмарки и заключать договора с принимающей стороной. Допустим, вот мы в Адлер прилетели, а туда приезжают со всей страны директора бюро путешествий, в том числе и Средняя Азия, тогда это был СССР, и тогда со всего Союза приезжали директора бюро путешествий, с которыми мы считали нужным, заключали договора, куда мы отправляли людей. Мы очень много людей отправляли, по 30 человек мы отправляли. Поезд по Средней Азии у нас шел, по Прибалтике, с Сигул до Рига. Ну, разумеется, Москва, Петербург, Черноморское побережье, так как нашим северянам обязательно нужно море. Мэйлоу, Сочи, по все побережье. Таким образом, алданцы не только знакомились с другими регионами России и братскими республиками, но и открывали для себя дальнее зарубежье. В 90-е годы активно наводились мосты с Китаем. Это я работала через фирму «Амуртурист», потому что они географически, у них положение очень выгодное. Благовещенска, за рекой, вот тебе Хэйхэ город, вот, и они первые открыватели были вот этого. Тогда мы начинали, я сама попала первый раз, даже не имея загранпаспорта, мы в Китай попали, потому что тогда был обмен на первом этапе, даже без загранпаспортов мы пересекали границу. Были обмены по спискам, списки, так 30 человек сюда заехало в Россию, мы их обслуживаем здесь, кормим, поем, возим по экскурсиям. И в Китай, когда 30 человек заезжает посписочно, прошли, их также обслужили, тогда был обмен без денег. То есть мы их на эту сумму обслужили, и там наших туристов обслужили. Потом начались загранпаспорта и так далее, и так далее. И тогда уже началась по Китаю география расширяться. Годы работы в комсомоле и в турбюро стали для нашей героини сильной школой методиста, организатора и исполнителя. Полученные деловые навыки в сочетании с личными качествами были оценены по достоинству, и в 2011 году Ольга Яковлевна возглавила муниципальный центр поддержки и развития предпринимательства.
А спустя 5 лет, в 2016-м, заступила в должность директора только что появившегося в Алдане бизнес-инкубатора. Через ее руки прошли десятки начинающих предпринимателей. Благодаря государственной поддержке многие смогли встать на крыло. Это идет как, опять-таки, государственная поддержка начинающим предпринимателям. То есть на начальной стадии их развития, становления, они могут получить здесь, в стенах бизнес-инкубатора, на льготных условиях хотя бы в аренду площадь, где они бы могли заниматься. Если у человека есть мысль, идея какая-то, он с ручкой придет и арендует здесь кабинет на конкурсной основе, это тоже на конкурсной основе все делается, и может работать, выиграв конкурс, получить кабинет на льготных условиях. Допустим, если в городе рыночная стоимость квадратного метра там 900 рублей, то здесь 90 рублей. То есть у нас 10% от рыночной стоимости. Первый год 20% от рыночной стоимости, второй год и 30% от рыночной стоимости на третий год пребывания. Здесь пребывать могут начинающие предприниматели в течение 3 лет, в момент их становления. И в 2016 году с 5 января, по-моему, мы зашли в это здание, где были только 4 стены, даже локальных сетей не было. Ну, то есть ни интернета, ничего не было подключено. Все мы начинали сами. Я набрала команду небольшую, менеджера, юриста, которые готовили юридическую документацию. Менеджеры мы готовили контингент, который мог бы к нам зайти в инкубатор. Вот, мы этим делом, и уже в апреле месяце, не в апреле, в марте месяце мы уже к марту сделали все локальные сети, все мы уже подвели, и в марте объявили первый конкурс 2016 года, и с 1 апреля у нас зашли уже первые резиденты. Главным условием вхождения в бизнес-инкубатор была социальная направленность деятельности резидента. Ольга Яковлевна стремилась создать своим птенцам все условия для становления и развития бизнеса. Присмотр за малышами, развитие дошколят, ремонт меховых изделий, юридическое сопровождение. У населения услуги начинающих бизнесменов были весьма востребованными. Наряду с предоставлением государственных мер поддержки в бизнес-инкубаторе оказывалась консультативная помощь. К нам приходят на консультацию люди, которые про бизнес вообще ничего не знают. Что это такое? Если появилась мысль в голове, они ходят, консультируются. Очень много людей ходит, консультируется. Стоит, не стоит. Когда с человеком поговоришь, уже начинаешь ему предлагать, что стоит тебе это делать, заняться этим делом или не стоит. Мы проводили для них всевозможные семинары, круглые столы, следим за их выполнением их бизнес-плана. Они обращаются со всеми всевозможными вопросами, где, куда, как составить этот отчет или этот. На первых порах я считаю, что для предпринимателей, начинающих бизнес-инкубатор, это великое дело. Освоение неизвестного – это развитие, а развитие – это жизнь, убеждена Ольга Яковлевна. Людям, сделавшим в предпринимательство первый шаг, она всегда говорила: не нужно бояться учиться, пробовать силы в новом направлении и воплощать в жизнь мечты. И сейчас наша собеседница точно следует своему принципу. А идей и устремлений у нее немало. Одна из задумок касается увековечивания памяти людей, внесших вклад в становление и развитие района. Я считаю, что в городе Алдан нужен кровь из носу, нужен сквер золотодобытчикам или промышленникам. Так как мы являемся золотодобывающим промышленным районом. Допустим, у нас на лыжную базу приезжают люди на соревнования, им можно проводить обзорные экскурсии по городу Алдан. С чего начинать надо эту экскурсию города Алдана? Именно со сквера, с площади, допустим, золотодобытчиком, где бы стоял первооткрывателем памятник, где бы стоял хотя бы, я не говорю уже про бюсты, хоть бы барельефы с описанием Дорофеева Станислава Иннокентьевича, Козловский Василий Тимофеевич, это главный инженер был комбината Алдан-Золото, тот же Лабунь, председатель артели. Город Алдан не зря же назвали городом трудовой доблести, потому что в годы войны
на золото, добытое на алданской земле, и танки, и все, что хочешь, закупалось и строилось. Вот, поэтому я считаю, что сквер первооткрывателям просто необходим здесь. Это была бы и фишка, и начало экскурсий обзорных по городу Алдану. Сквер золотодобытчиков, по мнению нашей героини, будет интересен не только гостям города, но и местным жителям. Бесспорной станет ценность такого объекта для подрастающего поколения. Входя в новый жизненный этап, Ольга Яковлевна полна энтузиазма и энергии, кое она по-прежнему дарит окружающим.